Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. Больше половины жителей региона, прошедших диспансеризацию в 2025-м, питаются нерационально. 47% ведут малоподвижный образ жизни, и у трети обследованных выявлен повышенный холестерин. Всего было охвачено диспансеризацией свыше 400 граждан. О главных итогах прошедшего года и задачах на 2026 поговорим с гостьей студии Леной Афанасьевой, министром здравоохранения Республики Саха. Лена Николаевна, здравствуйте. Добрый. В прошлом году у нас в стране завершилась реализация проектов здравоохранения и демография. На смену им пришел нацпроект «Продолжительная активная жизнь» и нацпроект «Семья». Какие результаты были достигнуты? Когда мы говорим о национальных проектах, мы понимаем, что это очень большая программа, которая включает в себя тоже очень много подпрограмм, да? И реализация национального проекта здравоохранения и национального проекта демография, она была с 2019 года по 2024 год. С 2025 года логическим продолжением данных нацпроектов стал продолжительная и активная жизнь, национальный проект, и национальный проект «Семья». Названия данных национальных проектов, в общем-то, говорят за себя, и понятно, что цель данных нацпроектов направлена на, мало того, что это, конечно же, ожидаемая продолжительность жизни должна быть больше, до 78 лет к 30 году. И, конечно же, люди должны жить долго, активно, и это должно быть активное долголетие. Но в целом, если говорить о результатах, то по всем национальным проектам произошло, благодаря реализации данных национальных проектов, кардинально поменялось здравоохранение нашего региона многое. Начиная с инфраструктуры, если говорить о таком значимом национальный проект здравоохранения и программа модернизации первичного звена здравоохранения. Если вообще брать в целом с 2019 года, то более 100 объектов появилось в здравоохранении республики. И это не только быстро возводимые модульные конструкции, их порядка 98 было, но и те значимые объекты, больничные комплексы, лечебные комплексы, поликлиники в центральных районных больницах, да, и очень такие уникальные объекты. Это кардиососудистый центр, онкоклинический центр. Как во время строительства, в принципе, объект этот так назывался, а на самом деле это, конечно, онкологический диспансер и реконструкция радиологического отделения онкологического диспансера. И в это время же, допустим, в прошлом году, это не нацпроект, но тем не менее это улучшение инфраструктуры здравоохранения нашей республики, был сдан в конце года такой объект, как Якутская городская больница номер 2, поликлиника на 600 посещений в смену, это смарт-поликлиника. И буквально на прошлой неделе мы как раз посмотрели работу данной поликлиники. Буквально прошло меньше месяца, но уже есть свои результаты. В целом, конечно, если говорить по другим программам, тут тоже очень много результатов. Это борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями, борьба с онкологическими заболеваниями, борьба с сахарным диабетом, с гепатитом С. Здесь тоже есть свои результаты и очень значимые. Если говорить о борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями, тут, конечно, не просто лечение, но и профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. И, конечно, построен кардиососудистый центр, об этом все наши жители республики знают. И в данном центре более 2000 высокотехнологичных операций проводится. И за 2 года буквально, даже не 2, больше лет, да, с 2022 года у нас прошло лечение более 67 тысяч пациентов с кардиологической патологией. Но то, что касается программы «Борьба с онкологическими заболеваниями», здесь тоже большие достижения есть, и очень высокотехнологичный центр. При этом понятно же, что центр направлен на раннюю диагностику онкологической патологии, на лечение, вообще в целом на качественную диагностику
профилактику онкологической патологии, лечение пациентов с онкопатологией. Ну и мы видим, что буквально вот за небольшой промежуток времени значительно увеличилось количество радикальных операций, при этом менее-инвазивным доступом, то есть малым доступом, да, и получают качественную противоопухолевую лекарственную терапию наши пациенты, лучевую терапию и, в принципе, весь комплекс, который необходим при лечении вот такой сложной патологии. Но учитывая то, что центр очень оснащен таким передовым оборудованием, был создан эндоскопический центр для республики, где проходит обследование пациента и вообще жителей республики, которые проходят, в общем-то, диспансеризацию. И вот в праздничные дни был обход главы республики Айсен Сергеевича, и показали как раз эндоскопический центр, возможности его, и вплоть до того, что есть оборудование, которое вот, ну, первое на Дальнем Востоке, с очень высокопрецизионная, очень тонкая биопсия при наличии патологии в желчных путях. То есть в желчные ходы идет эндоскоп и берет с патологических участков биопсию. Но в целом, конечно, вот все остальные программы, такие как борьба с сахарным диабетом, да, у нас создано много школ сахарного диабета для пациентов с данной патологией. Ну и, конечно, создан региональный эндокринологический центр, в котором работают специалисты смежных направлений, которые, ну, мы понимаем, что сахарный диабет — это та болезнь, которая, в общем-то, затрагивает все органы системы. Соответственно, там и неврологи, и кардиологи, и хирурги работают в данном центре, и офтальмологи. Но то, что касается гепатита, здесь тоже очень серьезная патология, которая, собственно, вызывает ну, такие грозные нарушения в печени, да. Выявлено у нас, ну, обследовано пациенты с 25 лет, и порядка 37 тысяч исследований проведено, и выявлено 61 пациент с гепатитом, инфицированный гепатитом С. Здесь проведена очень серьезная терапия, вплоть до элиминации, то есть разрушения вируса. Но в целом очень большая работа, реализация данных нацпроектов. Здесь много достижений, ну, чему, конечно, мы очень рады. Мы видим, что результатом явилась ожидаемая продолжительность жизни, увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения нашей республики, снижение младенческой смертности. Ну и по данным Минздрава Российской Федерации увеличилась удовлетворенность жителей нашей республики оказанием медицинской помощи. Ну, на самом деле это действительно так. Все мы рано или поздно заболеваем какими-то простудами сезонными. И вот учитывая, какой сейчас уровень оказания медицинских услуг в поликлиниках, хочется только, наверное, и вам, и всем врачам, которые делают эту работу, выразить огромную благодарность. Но вот мы с вами сотрудничаем, Елена Николаевна, не первый год. Я помню, что в конце 2025 года вы давали комментарий нашему каналу по обеспечению лекарствами в республике. Какие сейчас меры принимаются для того, чтобы таких ситуаций впредь не возникало? Какая работа выполняется в этом направлении? Ну, то, что касается лекарственного обеспечения, достаточно сложный был 2025 год, и было очень много вызовов, начиная с того, что мы столкнулись с тем, что есть санкционные моменты, и на рынке фармацевтическом в Российской Федерации исчезли некоторые наименования лекарственных препаратов, и, ну, достаточно быстро произведена замена на аналоги. Далее у нас огромное количество льготников. Да? Значит, есть региональные льготники и федеральные льготники. Региональных льготников 153 тысячи человек, и федеральных льготников в целом-то 72 тысячи человек. Но 35% из них отказались от льготы в чистом виде, они монетизировали льготу. То есть они, эти пациенты получают ежемесячно в денежном виде, да, компенсацию в размере там, ну, где-то 2000 с лишним рублей. Но на самом деле, конечно, этого я вот призываю наших федеральных льготников все-таки не отказываться, не монетизировать льготу.
работу, поскольку все, что необходимо в плане препаратов федеральным льготникам приходит без всяких остановок, и оно есть. Но, к сожалению, когда монетизируется льгота, то большая нагрузка ложится на региональный бюджет. То есть это то, что касается, если, положим, человек, федеральный льготник, получает деньги. Помимо этого, если наступает страховой случай, то есть человек начинает болеть, соответственно, с регионального бюджета идет компенсация. То есть достаточно большая нагрузка на региональный бюджет. Далее, значит, учитывая то, что все-таки диагностика у нас становится лучше, и выездная работа очень серьезно идет, это наш региональный центр мобильных бригад, который выезжает теперь не только в арктические районы, но и труднодоступные районы всей республики, населенные пункты. И, соответственно, увеличивается количество людей, которым необходимы льготы, вот льготная категория. Ну и в этом году, учитывая вот все те моменты, которые были в прошлом году и в 2024 году, финансирование значительно увеличилось. Здесь проведена очень большая работа правительством республики, главой республики, нашими депутатами Ултумена. В этом году порядка 3 миллиардов 820 миллионов идет из регионального бюджета на льготную категорию граждан. Помимо этого есть 866, это плюсом, миллионов из федерального бюджета. Но вообще хочу сказать, что вот закуп на этот год мы начали уже в прошлом году, вот закупочные процедуры, да, лекарства поступают, и если в индивидуальном порядке что-то необходимо решить, то в прошлом году, вот в конце года, вот в декабре месяце, мы открыли горячую линию по линии 122, и каждый, кто в индивидуальном порядке из льготников хочет обратиться, может позвонить, и вот около 1000 уже обращений они обслужены. Еще один вопрос у меня к вам остался. Понимаю, что в 2 словах не получится, но тем не менее по поручению главы республики Айсена Николаева была проведена большая работа по возвращению медиков в школы вновь. Как сейчас организована в школах работа медицинских специалистов? Да, действительно, в послании Айсена Сергеевича было сказано о том, чтобы в 2025 году медики вернулись в школу. Проведена очень большая работа совместно с Министерством образования, с главами муниципальных образований, с территориальным фондом обязательного медицинского страхования, с нашими всеми руководителями медицинский институт, медицинский колледж. И мы вот в 96 школах открыли медицинские классы, там работают наши медицинские работники, которые относятся к системе здравоохранения. Действительно проведена очень большая работа, и мы на сегодня видим уже результаты и понимаем уже, в каком направлении нам нужно работать. Ну что ж, большое спасибо, Лена Николаевна, за то, что пришли к нам сегодня. Приходите по возможности к нам еще. Напомню, вы смотрели актуальное интервью. До встречи в эфире.